80 лет назад был создан Тувинский областной исполком соцзащиты, в который входили все социальные службы республики. С годами число служб в Туве росло. Министр труда и социальной политики Эдуард Сандан отметил, что за 80 лет система претерпела существенные изменения. Мы знаем, что за все это время министерство трансформировалось в различные ведомства. Например, начиналось как Министерство социального обслуживания, далее создавались в 1991 году в связи с принятием закона о занятости населения республики, также был создан департамент занятости населения. Так вот, этот департамент в различное время был и в составе министерства, и отдельной структуры, и в составе объединенных 3 министерств. И на текущий момент он является одной из основной части нашего министерства. В Туве на сегодняшний день один из соцслужб, Республиканский центр социального обслуживания населения «Поддержка», имеет 6 отделений. Это организационно-методическое отделение с отделом развития инновационных технологий, отделение социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов на дому, отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства с приютом «Поддержка», отделение социальной реабилитации инвалидов, социальной помощи пожилым гражданам, отделение срочного социального обслуживания населения и отделение долговременного ухода. Вот новое отделение, которое с прошлого года у нас действует. Кроме того, в структуре социальной защиты населения региона имеется 9 служб: социальное такси, мобильная бригада, передвижной консультационный пункт и многое другое. Ресцентр «Поддержка» был образован в 2003 году, который изначально был предусмотрен только для помощи лицам без определенного места жительства. Но постепенно он стал комплексным центром, которым охвачены все виды социального обслуживания. Когда создавался комплексный центр, у нас в республике числилось более 2000 граждан без определенного места жительства. В результате работы сейчас количество намного изменится на лучшую сторону. Кроме этого, у нас есть отделение с социальным обслуживанием пожилых граждан, инвалидов, которые обслуживаем на дому, где мы обслуживаем 156 пожилых граждан инвалидов, родственники, которые тем или иным причинам не могут им оказать помощь, поддержку. Социальная служба связана с ответственностью за жизни других людей. Это не просто работа, это призвание. И случайных людей здесь нет. Данную профессию выбирают из-за стремления помогать людям. Поэтому такая работа требует особых качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих судьбах. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Ангар Кужугет, телеканал Тува 24.